Алексей. Да, все работает отлично. Да, у тебя 3 ракурса разных. Ну да, можно потом что-нибудь скомбинировать. Может Я сам программист на самом деле, и когда узнал Convert Monster, что они по 120 тысяч там на одностраничные сайты впаривают, не знаю, честно, меня это как-то тронуло и даже немножко как-то обидело. Да. Вот, ну да, какое-то такое личное ощущение появилось, типа, нихера себе, ребята, что-то там это самое, так, маркетинг придумали здоровский. Да. Ну и решил изучать маркетинговую тему немножко более глубоко, вот начал следить за твоим каналом, стал читать книги, тоже с ребятами из бизнес-молодости познакомился, пообщался. Ну как бы да, все это, конечно, здорово, когда правильно продаешь свою идею, это действительно ключ, наверное, к успеху, пожалуй, в большинстве бизнесов. Правильно подать, правильно продать, не просто в лоб, как ребята вот тоже говорят, а как-то красиво. Но не знаю, но тем не менее я вот сейчас решил выбрать нишу с копией лендингов, то есть я их не делаю, я копирую. Некоторые говорят, ну пиздит там, но я их копирую, потому что по закону я ничего не нарушаю, они не лицензированы, никто их не регистрирует. Ну, Каради как художник, есть даже книга есть такая. Ну как бы да, в общем-то, поэтому я предлагаю людям, соответственно, моим клиентам уже лендинги там по там, либо просто копию вообще за копейки, там 4000 рублей, либо там адаптированную под клиента, там что-то изменили, товарные позиции поменяли, что-то еще, ну, там, за 8000 рублей символически. Собственно, в этом я сейчас этим занимаюсь потихоньку. Вот. Следил за твоим каналом и понравилось, как ты все это тоже двигаешь, интересно. И вообще продукт у тебя хороший, тоже пользуюсь. Прикольно. Интересно узнать, что в планах. И по поводу Колбы Хантера, у тебя версия 3.0 появилась? Да. Или появилась, по-моему, да? Расскажи немножко побольше о своих вот этих продуктах. Первая версия, которая была за минуты, вот вторая я что-то не пойму, с чем она связана. Третья, я так понимаю, она должна быть, как бы вы делаете безлимитный звонок и предлагаете его, собственно, людям, продаете услугу безлимитного звонка. Да, но суть в том, что где-то с годок назад, 23 мая, мы запустили простую штуку, где ты вводишь номер телефона и получаешь обратный звонок от компании, да, за 26 секунд. Вторая версия была, там мы добавили внутрика очень много, то есть можно всякие гео-настройки делать, можно чисто на рекламных людей, которые с директа направлять хантер, да. Потом... Расскажи подробнее, я вот не знаю. Ну, может, допустим, если у тебя много SEO-трафика, а ты продаешь SEO-трафик, то он же плохо по географии, он у тебя льется со всех стран, допустим, или там с русскоязычных, да, а тебе нужно только там Подольск. Ты можешь настроить только для тех, кто с Подольска хантер, чтобы показывался. Все, понял. Вот, или тебе SEO люди не важны, потому что текущий клиент, тебе важен только новый с Яндекс.Директа. Первых, да, вот этих вот, и только на них можно настроить. Ну и там вот куча внутренних функций, плюс таблеточка вот синяя появилась. А третья версия, это то, до чего мы дошли, мы уже, ну там кардинально внешний вид появился, то есть Колбы Хантер там 3.0 там на твоей стороне сейчас, типа на стороне даже как бы бизнеса, клиента, да, и вообще в принципе на стороне на сайте. И он идет даже в сторону просто увеличения конверсии. И мы поняли, как сделать там ее не просто там на 50, на 60% увеличить конверсию на сайте, как это сделать в 2-3 раза. И оказалось очень просто, что мы посмотрели, из чего состоит сделка. Первое – это конверсия на сайте, потом идет общение с клиентом, потом идет дружба с клиентом, эмоциональный контакт, вопросы по каким-то там, просто по сделке и сделка. Таким образом, все, чтобы увеличить конверсию, надо дружить с клиентом не в момент перед сделкой, а дружить еще на сайте. И это может проявляться в очень простых вещах. Например, мы сейчас ко всем клиентам на сайте, один раз мы с ним познакомились, допустим, на сайте Зодчего. Он когда заходит на сайт Авилон про Мерседес посмотреть, мы уже приветствуем его по имени. Или, допустим, если мы понимаем, что ты там сейчас в Саратове, а в Саратове там, допустим, 8 градусов тепла всего, он тебе скажет там, ну, Руслан, там, один шарфик дома не забудь, таким образом, как бы заботится о тебе и проявляет вот такой, ну, третья сторона между клиентом и компанией, и если компания как-то плохо поговорила с клиентом, то клиент после разговора ставит рейтинг от 1 до 5.
и пишет, что ему именно понравилось ему или не понравилось. Эту информацию мы отправляем генеральному, отзыв, да, собственно, что не так было или что хорошо было. И также этот рейтинг учитываем прямо в синем окошке. Вот у нас даже у Хантера сейчас из 5 баллов 4,9. То есть мы где-то скосячили. И я уже вижу рейтинг, могу найти этот косяк. И мы можем перезвонить этому клиенту, сделать ему хорошо, он нам изменит рейтинг. Вот. Таким образом, мы идем вообще к глобальной мечте, чтобы мы реально ранжировали сайты уже в поисковике не по количеству денег там, на Директ, да, и на SEO, а по клиентскому рейтингу. И сейчас работать как-то в этом направлении. То есть, с Яндексом договориться будет, наверное, непросто. Но мне кажется, они либо измениться должны, либо просто мы можем вообще свою систему сделать. У нас нет какой-то цели сделать свой поисковик, но просто нам видится и аргументов против нет. В общем-то, да. Это классная система, потому что у тебя всегда в топе компании, у которых только офигенные отзывы после разговора с менеджером. Хорошее обслуживание, да. Да. Поэтому как-то так. И вот 3 стандарта. Callback Hunter 3.0 это звонок за 8 секунд. Сейчас он идет сразу в 2 стороны. Он быстрее намного. Второе, забота о клиенте прямо на сайте, да, то есть следование его целям. То есть мы даже аудиозаписи можем выслать на e-mail. И он, если нужно доказательства, будет ее иметь. То есть он сейчас прав становится, клиент больше прав. И доверие вызывает Хантеру, и на фоне этого, где стоит Хантер, ему уже проще общаться. И третье, это ты можешь реально изменять систему. То есть менять рейтинг, и у сайта будет, там, допустим, не из 5 баллов, будет 2 балла. Вот. Зато мы никого не обманываем, хотя бы человек будет звонить туда, знать, чего ждать. А если будет видеть 4,5, наверное, все нормально. Вот, а у кого-то будет 5. Поэтому такая система, и дальше движемся вот так. Как с фродом будете бороться, например? Наверняка, когда это получит некую силу в обществе, именно рейтинговая система, появятся те, кто будет просто фродить. Фродить, знаете, опускать сайты по заказу. С фродом бороться можно через, мы в оценке начинаем все больше учитывать. Вообще, вот человек же на разных сайтах звонит. У нас есть люди, которые звонили на 20 сайтах, пользовались Хантером. А мы его знаем, что это он один. И таким образом мы видим, как он остальные сайты оценивает, насколько он совпадает его оценки с другими, да, то есть насколько он вообще авторитетен в этой системе. И со временем, чем более люди авторитетны, чем больше они пользуются Хантером, тем больше вес их учитывается. И потом, если уж совсем какой-то фрод будет, можно привязывать его оценку прямо в страничке к ВК или Фейсбуку. Таким образом, рисковать уже своим социальным профилем уже будет бессмысленно. А узнать, если это левые аккаунты в соцсетях, очень довольно легко. Вот. И потом, если даже сама компания захочет себе накрутить рейтинг, но ей придется через деньги это делать, и это будет очень странно. Как везде. Вот, это будет странно, и сейчас у нас вообще появилась бесплатная черная Black версия, там сейчас ее докатывают, поэтому он в том числе Хантер будет бесплатный даже. То есть там вместо телекома будет смс-ка уходить менеджеру, и таким образом он будет сам перезванивать. Там мы уже перезвон за 8 секунд не обещаем, но этот продукт абсолютно бесплатный будет. Вот. Здорово. Давай еще, какой вопрос? Да, про версию 3.0 договорили. Наверное, будет людям интересно узнать немножко по оплате. Вот у вас все несколько месяцев как-то, была такая ситуация, что утрясали внутри компании, наверное, оплаты, и на сайте тоже там еще информация. Сейчас я, к сожалению, не успел зайти, не посмотрел, как все это утряслось, там выложены какие-то тарифы конкретные. То есть такая-то сумма, столько-то звонков обещается, правильно понимаю? Там есть 4 тарифа, и разница в том, что вы можете их Можно купить. вернуться к старым? То есть, например, новый клиент пришел, но он хочет по старым тарифам пройти. По старым тарифам, наверное, уже не получится, потому что они были по минутам, потом начали снижать стоимость минуты, все эти 150 наших конкурентов, которые за год появились. Но сейчас уже с двоими мы общаемся, чтобы они стали частью нас. Вот. И в том числе передали как-то базу, да. Это не белый флаг они подняли, это просто реально мы начинаем работать в одной команде. И
Очень часто была такая ситуация, трубку брали, ой, я вам сейчас перезвоню, ой, скажите ваш номер, сейчас я вам перезвоню, менеджер говорил, чтобы специально не разговаривать через Хантер. Таким образом, тоже было какое-то недовольство, как таковых, ну, обычных людей, которые заняты компанией. И думая как раз о них, мы сделали просто за каждый схваченный звонок ты там платишь, там, условно, там, сколько, не знаю, сейчас, там, 120 рублей, да. И, ну, в зависимости от того, там, насколько оплачиваешь, сумма может быть меньше. И таким образом, ты уже если трубку поднял, ты можешь с ним разговаривать, там, я не знаю, то есть, ну, может 2 часа разговаривать, тебя даже никто не прервет, если вы там в разных частях планеты даже находитесь, ничего страшного. Вот. Ну да, здорово. Ну, наверное, в принципе, это все, что я хотел узнать с этими 3 камерами. Я понял. Давай какой-нибудь вопрос еще осветим, я не знаю, про что вообще блог планируешь вести? Можно еще что-то рассказать? Буду просто выгружать информацию, мои встречи с людьми, как есть. Может, кого-то зацепят. Попробуем твой метод перекрестного пыления. Смотри, еще вот по поводу цены, раз ты говоришь, что ты занимаешься продажей лендингов. Нет, я их не продаю, я их копирую и передаю с легкими изменениями. Да. То есть там что-то... Я стараюсь сделать сервис для людей максимально удобным, выгодным, то есть выгодным по деньгам и удобным. Они со мной общаются, да. Они вообще ничего не знают в программировании, они вообще ничего не знают ни в том, ни в этом. Они просто по телефону говорят, поменяйте вот это вот сюда, вот это сюда, а вот это вот сюда. И то есть вот это, в принципе, моя фишка. Да. Только пока людей Смотри, вот тут вот 2 принципиально разных рынка есть. Почему Convert Monster продается 120? И ты ими недоволен, да, тебя это возмущает. Мы продавали по 500 еще, блядь.